Хочу начать с того, что мы уже длительное время находимся в состоянии противостояния части общества к другой части общества. Были разные причины этому противостоянию. Это железная дорога, это энергетика, это аэропорт, это Пицунда, наша Пицунда, вы помните эту организацию молодых девчонок. Затем это парк-отели, апартаменты. У меня такое чувство, что это все звено одной цепи. Есть определенная группа людей в Абхазии, которым очень удобно и достаточно, я бы сказал, цинично пытаются управлять мыслями наших граждан. Что это очень плохо, это катастрофа для Абхазии, это вообще не может быть и так далее, и так далее, и так далее. И, как правило, в этих оценках мы видим таких людей, которые я хорошо знаю в Абхазии. Это художники, это актеры, это певцы, это политики некоторые, да, оппозиционные в том числе. Но я редко вижу людей, кто бы свои мысли излагал публично, люди, которые относятся, скажем, к категории деловых людей. Люди, которые в Абхазии строят, расширяют свои производства, создают новые рабочие места. Немало средств идет в государственную казну. Я просто хочу сказать коротко. Люди, на котором держится наша страна. У них никто ничего не спрашивает. Они вроде бы мало в таких делах понимают. Откуда предприниматель может себе хорошо представить, что такое Пицунда, что такое парк-отель, что такое энергетика, что такое железная дорога, аэропорт и так далее, и так далее. Откуда они это знают? Это знают, как правило, обыватели, вот, которые, ну, скажем так, ничем не отличились в обществе в стремлении к тому, чтобы создать что-то ценное, очень важное и полезное для общества. Нет, им это не нужно. Им главное сегодня это все ругать власть, ругать провластных, как они называют людей. Вот. Наверное, меня будут ругать, то есть скажут: Давид, ты провластный человек. Я по этому поводу уже говорил. И говорил я это публично.